И сегодня в северной столице глава Коми дал старт проведения Дней Коми в Санкт-Петербурге. Началась церемония с молебна в честь столетия республики в Петропавловском соборе. После делегация перешла во флагшточную башню Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Именно там располагается сигнальное орудие, из которого Владимир Уйба произвел полуденный выстрел. 100 лет бывает один раз в 100 лет, поэтому это очень знаменательно. Сегодня действительно вчера мы только закрыли Дни Республики Коми в Москве, сегодня открыли Дни Республики в Коми в Санкт-Петербурге. То есть две столицы наши принимают Республики Коми дружественно, с открытыми объятиями, это очень важно. И я хочу от всей души поблагодарить за подготовку к этим дням. Подготовка велась долго, но тем не менее она велась всегда на дружественной основе. И правительство Санкт-Петербурга, и лично Александра Ильича Беглова, мэра Санкт-Петербурга, потому что без их участия, конечно, эти дни не смогли бы быть обеспечены и пройти так, как мы думаем, они пройдут. После делегация отправилась на торжественную церемонию возложения венков и цветов к монументу «Мать Родина» и памятным плитам Республики Коми на Пискаревском мемориальном комплексе. Церемония возложения венков прошла у Вечного огня. В ней вместе с главой Коми принял участие и губернатор Санкт-Петербурга. После делегация прошла на аллею памяти, возложила венки и цветы сначала к памятной плите шахтерам Воркуты, отдавшим свои жизни на фронтах, в блокаде и шахтах Заполярья, защищая и согревая город-фронт Ленинград. А затем и к памятной плите сынам и дочерям Республики Коми. После для гостей северной столицы провели экскурсию по Пискаревскому мемориалу. Сегодня мы возложили цветы сыновьям и дочерям Республики Коми и тем воинам, которые защищали наш город, наш Ленинград. Они здесь покоятся на нашем самом святом кладбище. Я хотел бы отметить, что абсолютно все города и республики нашей огромной тогда страны защищали наш город. И абсолютно все национальности. Все были в едином строю и все помогали защитникам нашего города. И я бы хотел отметить, что в 2000 году, в 2001 году представители Республики Коми первые открыли свои памятные доски. Это дочерям и сыновьям республики и воркутинским шахтерам. Конечно, ленинградцы никогда не забудут ту помощь, которую оказывали шахтеры Воркуту и Инты для всей страны, но в том числе и для нашего города. На сегодняшний день более 2000 ленинградцев, которые были эвакуированы именно в Республику Коми. И я благодарен жителям республики за то, что они приютили, делились хлебом, делились кровом. Ну и наши ленинградцы тоже работали в совхозах, работали на промышленных предприятиях, тоже оказывали помощь в победе нашей страны. Сегодня очень символично, что мы начали Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге именно с памяти о трагических днях блокады Ленинграда и трагических днях обороны Ленинграда и снятия блокады. Действительно, как сказал Александр Ильич, более 10 тысяч сыновей и дочерей Республики Коми ушли и защищали Ленинград. Мы сегодня поклонились их памяти. От всей республики возложили цветы. И в каждом цветке это любовь и уважение к ним.
По окончании экскурсии директор Пискаревского мемориального кладбища пригласил губернатора Санкт-Петербурга, главу Коми и членов делегации пройти в зал почетных гостей. Здесь Владимиру Уйбо предложили сделать запись в книге почетных гостей. После записи губернатор Санкт-Петербурга вручил памятные сувениры главе Республики Коми. Ключевые мероприятия празднования векового юбилея Коми пройдут в республике с 20 по 23 августа, включая масштабные события по всему региону. Напомним, Министерством культуры региона была разработана насыщенная программа. Она, к слову, стартовала еще в 2019 году масштабным проектом «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре». В ходе фестиваля города и районы республики демонстрируют то, чем по праву гордиться, раскрывая свой культурный и туристический потенциал. За все время на главных творческих площадках Сыктывкара выступили 14 районов. До конца года многообразие культуры и традиций представит еще 6 муниципалитетов. Самое ближайшее событие состоится 11-12 июня, участниками которого выступят жители Сыктывкара.